Если мы пройдемся экскурсом по страницам истории развития кыргызского профессионального искусства, то мы заметим, что значительную роль в ней играли кыргызские женщины. За годы советской власти большая плеяда женщин получили возможность раскрыть свои способности в различных сферах искусства. Одной из таких ярких звезд, всю свою жизнь посвятившая балетному искусству, была наша великая балерина, гордость не только кыргызского, но и советского балета, народная артистка Советского Союза, лауреат государственной премии имени Токтагула Бибисара Бишеналиева. Маленькая, худенькая, стройная Бибисара жила в селе Таштюбе Алмединского района в семье Бишеналы и Гульбары. Я очень хорошо помню, как моя бабушка еще рассказывала, как Бибисару Бишеналиеву забрали очень маленькой девочкой учителя из Ленинграда, понимаете? Она мне, я не знаю, насколько это правда, но она рассказывала, что она играла вот где-то там на лугу, и увидели ее эти вот люди, которые приехали из России, выбрали ее, и чуть ли не, в общем-то, не согласовав, ну, я думаю, это, наверное, было согласование с родителями, да, что ее, вот, она не хотела ехать, но ее вот забрали вот туда, в хореографическое училище Ваганова, да, и вот это рассказывалось не просто так, это вот, оно было, это целая легенда была, как она убегала, как она плакала, как она не хотела. Потом она была единственной девочкой, да, так я понимаю, в семье. Как ее не хотели отпускать родители. Она была очень ласковая и очень красивая девочка. Ее всегда называли куккос, то есть синеглазка, потому что у нее были очень голубые глаза. И она была очень красивая. И как она уехала туда. Потом она приехала, она что подзабыла кыргызский язык, она все время хотела говорить на русском, когда она уже на каникулы приезжала. Вот это все было, мне рассказывалось. Так, десятилетняя Бибисара попала в Ленинград, к берегам Невы. В том памятном 1936 году Киргизия впервые послала одаренных своих детей учиться искусству балета в Ленинградское хореографическое училище, где Бибисара проучилась 4 года в классе Натальи Александровны Комковой. На памятных концертах первой декады кыргызского искусства в Москве в 1939 году с подлинным триумфом танцевали учащиеся кыргызской группы Ленинградского хореографического училища, в числе которых была и Бибисара. С началом войны юная 15-летняя танцовщица возвращается во Фрунзе и поступает в труппу недавно созданного Кыргызского музыкального театра. Она знакомит кыргызских зрителей с искусством классического танца. Почти во всех поставленных балетах танцует Бибисара Бишеналиева. Всю свою творческую жизнь с первого и до последнего дня Бибисара Бишеналиева отдает кыргызскому театру, делу создания и развития национального хореографического искусства.
Я помню еще тот театр, который на месте театра Айтматова стоит. Там его разрушили, новый построили. Потом, как этот театр строился, как вот эти люстры, эти хрустальные камушки нанизывали все сотрудники театра, чтобы эту люстру поднять. Первой ведущей ролью Бейшеналиевой стала партия скромной кыргызской девушки Зайнуры в балете «Селкинчек». Ее Зайнура участвовала в массовых играх и танцах молодежи. В 21 год Бибисара Бейшеналиева стала заслуженной артисткой Кыргызской ССР. Несмотря на то, что отмечена почетными званиями, молодая балерина вновь едет в Ленинград, в хореографическое училище, чтобы добиться новых высот в искусстве. Попав в класс замечательного педагога Агриппины Яковлевны Вагановой, Бибисара Бейшеналиева шлифовала свое мастерство, укрепляла свою танцевальную технику, работала над раскрытием внутреннего содержания каждой роли, готовила новые партии. Училась она у Вагановой, она как бы заканчивала образование, потому что война же помешала ей закончить. Когда у нас Марина Борисовна Страхова иногда не давала уроки, то Бибисара нам давала уроки. Закончили учебу, приехали в театр. Вот. И первый спектакль, который ставился, была «Спящая красавица». Бибисара танцевала Аврору. Спектакли тогда начинались в 8 вечера. Спектакль был очень длинный, не сокращенный, как сейчас. В этом спектакле у балерины 3 ПДД. Факт то, что физически очень сложный спектакль на выносливость. И вот последний акт, я очень хорошо это запомнила. Мы ко мне оттанцовывали и садились около королевы на скамеечках, вот на лесенках так. И Бибисара выходила танцевать под последнее. А я сидела и думала, ой, ну надо же, а? Как она может выдержать, и еще и фуэте вертеть? А время уже было за 11. 11:30 где-то только спектакль заканчивался. В конце прошлого года мне посчастливилось 4 группы советских артистов побывать в Китае. Дней. За это время в наши концерты побывали сотни тысяч людей. Мы давали концерты в заводах, клубах, театрах и большей части на открытом воздухе. Наше пребывание там широко освещалось в газетах. Где бы мы ни были, наши концерты пользовались неизменным успехом, и зрители после концертов окружали нас и выражали свои искренние дружеские чувства советским делегатам. Мы встречались с представителями искусства, где делились своими опытами. Они нас научили китайским танцам, песням и подарили костюм к китайскому танцу «Лотос». Можно передать то впечатление, которое произвело на меня поездка в Китай. Выпускница Ленинградского хореографического училища Бибисара Бейшеналиева на сцене театра, оперы и балета, одного из главных храмов искусства нашей страны, создала незабываемые образы. Глубина редкого дарования Бейшеналиевой выявилась в ролях Адетты Адилии, Лауренции, Таохоа, Эсмеральды, Анар, героини первого кыргызского балета, Чолпон, Авроры, Мидоры, актрисы Фанни, Польки Марии, Раймонды, красавицы гарема Заремы, Китри, Джульетты. Мне повезло в жизни. Она говорит, я с тобой станцую Ромео и Джульетта. Это будет у меня самое такое... Ты Ромео, а я Джульетта. Я говорю, я с удовольствием буду с вами танцевать. Мы очень долго репетировали, потому что спектакль по своей классике, по всему, очень был тяжелый, потому что там надо было показать дуэт, поддержки и образ Ромео к ней. И в этом отношении мне это очень повезло, потому что я ее очень любил и хорошо относился.
и она ко мне. Спектакль шел хорошо. Очень принимали, конечно, особенно Бибисару. Ее партнерами по танцу были Нурдин Тугелов, Махмуд Исамбаев, Сафарбек Кабеков, Борис Суслов, Берик Алимбаев, Бактыбек Аронов. А творческий союз партнеров Бибисары Бейшеналиевой и Урана Сарбагишева, начавшийся с балета «Анар», продолжался целых 18 лет. Готовили балет «Чолпон» и готовили балет «Анар». Это для показа в Москве. Декада прошла великолепно. Бибисару все очень любили. Съемки в то время очень трудно было. Вот площадку пока они сделают, там так всегда холодно было. Пока ноги разогреешь, и вот уже готовая, как бы надо танцевать. Вот, только сделаешь несколько движений. Стоп, свет не тот, декорация не то. Опять, значит, ты вот остываешь, потом опять, значит, только успеешь разогреться. Так, все, встали, вот сюда нельзя прыгать, вы должны только вот в эту точку попасть. Вот такие были съемки, настолько было сложно. На второй декаде кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году спектакли «Анар» и «Чолпон» получили высокую оценку прессы, специалистов и зрителей. Особенно был отмечен балет «Чолпон» Раухвергера и Бибисара Бейшеналиева, исполнявшая партию волшебницы Айдай. За выдающиеся достижения и большой вклад в национальный балет Бибисаре Бейшеналиевой было присвоено звание народной артистки СССР. После декады в 1959 году Ленфильм совместно с студией «Киргизфильм» экранизировали этот спектакль. Фильм-балет «Чолпон» обошел экраны 114 стран мира, познакомил многочисленных зрителей с культурой, искусством Кыргызстана. Роль Айдай стала одной из вершин в творчестве самой Бибисары Бейшеналиевой, как актрисы и балерины, и своеобразным эталоном национального исполнительского искусства. Многогранность таланта Бибисары позволили ей исполнять столь разные контрастные образы, как Чолпон и Айдай. Свою славу большого мастера перевоплощения Бибисара полностью выявила в создании образа волшебницы. В начале спектакля она появляется в облике хромой, уродливой колдуньи, и вдруг, по мановению волшебства, в вспышках яркого света возникает обольстительная чаровница. Волшебница Бибисары была царственна, настолько впечатляющей, что, несмотря на поражение Айдай, она в спектакле выходила на первый план, порою затмевая собой других персонажей балета. Мы ездили на гастроли, ее всегда принимали замечательно просто. Все спектакли, да, ну афиши всегда вывешивались, что танцует Бибисара Бейшеналиева, все. И народ прям валил валом. Такой триумф Бибисары Бейшеналиевой в партии Айдай был не случайным.
Он был обусловлен выдающимся талантом балерины и актрисы, каждодневным, настойчивым, напряженным трудом, годами работы, фактически всей жизнью отданной искусству балета. Когда я видел, что как она работает, это спектакль, когда из зрительного зала смотришь, это сказка, сверкает, блестит. А когда видишь, каким трудом это достигает, каким физическим и нервным напряжением, я видел, как она стоит, но она никогда не жаловалась. Вот. Все это переносила, значит, она эту профессию любила. Трудолюбие Бибисары – одна из главных черт ее характера. В балетном зале репетировала по 3 часа подряд, серьезно относилась к замечаниям. Могла по много раз повторять танцевальную комбинацию, каждое движение, чтобы сделать его чище, законченнее и техничнее. В том, что спектакль «Осель» и поныне живет в репертуаре театра, огромная заслуга первосоздательницы и исполнительницы образа «Осель» Бибисары Бейшеналиевой. Балет «Осель» композитора Власова был во многом знаменательным спектаклем. В нем ей удалось воплотить свою мечту – создать хореографический портрет современницы. Бибисара Бейшеналиева была удостоена Государственной премии Кыргызской ССР имени Тартагула за исполнение роли «Осель» в одноименном балете. «Осель» стала последним сценическим творением выдающейся кыргызской балерины. Она, конечно, очень музыкальная, она актриса великолепная, но еще плюс она как человек была замечательная. Вот я хорошо помню, и такая, знаете, ну простая, ее никто по отчеству не называл, все называли ее Бибисара. Вот. А режиссер, главный балетмейстер, они ее все звали Бибочка. В театре ее звали Бибочка. И не в зависимости от ранга, вот, какую должен занимать, все балетные, ну, я имею в виду ее возраста, ну, чуть меньше, вот, все ее звали Биба. Вот. С соседями, вот мы много квартир поменяли, с соседями у нее всегда были очень хорошие отношения. В жизни были очень друг к другу очень хорошие отношения, потому что она была старше меня, она уважала, и мне все время, как мать, она ко мне относилась. Это для меня было это высокое очень. Мне было страшно с ней, потому что она для меня уже была великая. Она дала мне очень большую, хорошую дорогу. И как специалист она мне поддержала во всем, во всей работе. Она для меня это было как бы стимул работы. Поэтому я очень, конечно, был влюблен в нее как человека, как танцовщицы. Все мы любили ее. Она очень была требовательной и в то же время всем помогала. Но она, во-первых, танцевала, у нее было шикарное вращение. И потом на месте она делала, как обычно, просто девлепе, подбуре и сразу тройной, четверной прямо поворот. В образ она входила, лирика, тогда у нее играла по всему корпусу, все было лиричное. Вот она была разнообразная очень балерина. На месте она делала тут же 32 фойте и стояла как штык. А потом шла по кругу. И очень хорошо по кругу вращение. И приходила на диагональ уже, уходила. Была очень замечательная, выдумчивая. Очень исполнительные, вращательные у нее образы были. Она любила и технически, и в то же время все были у нее душевные. Без души у нее не было ни одного движения. Она очень была интересная в исполнении. Она выдавала очень образные роли, спектакли. Она была очень удивительно, как вам сказать, яркая, как артистка балета. Иначе бывает, знаете, артист балета очень хорошо танцует, все это великолепные исполнения, прыжки, там, пируэты, а она брала вот своим вот прелестью, какая-то линия у нее была красивая все время, в руках,
головой, все. Она оживала в спектаклях. Это редко бывает у ведущих артистов балета. И этим она очень привлекала зрителей тем, что она не то что танцевала, она еще была актерски исполняла блестяще. Выглядела она в свои большие годы, она выглядела прекрасно. И вообще удивительно, недаром она стала такой знаменитой, и все ее любили в республике. Ее появление на сцене, походка, умение по-своему, по-особому склонить голову к плечу, посмотреть на партнера, обратиться к нему – все было естественным и органичным. Как народ гордился, какая у них дочь, какая у них балерина, я гордился, что у меня такая мама. Когда она выходила, шла по Дзержинской, а напротив нашего дома Женпет. Так студентки стояли только посмотреть и шли по улице вслед за ней. Природа щедро одарила Бейшеналиеву. Высокая, стройная, с очень эффектной внешностью, удлиненными линиями, выразительными пластичными руками, очень сильным волевым жестом, поразительной легкостью движений, большим темпераментом, экспрессией. Ее танец широкий, большого полета, большого дыхания и размаха неизменно вызывал бурные рукоплескания зрительного зала. Именно своим талантом, беспредельным обаянием она очаровывала зрителей. Много сил и энергии вложила Бибисара Бейшеналиева в дело воспитания юных дарований, артистической поросли, работая как педагог во Фрунзенском музыкально-хореографическом училище имени Мураталы Куренкеева. Ее ученицы, получившие хорошую школу, успешно работали в оперно-балетных театрах страны и ансамблях танца. Мы были маленькие, нам было 6-7 лет. Мы учились как раз в музыкально-хореографическом училище музыкальное, имени Куренкеева. И она преподавала класс. Она такая статная, такая красивая женщина была. Я горжусь тем, что я ученица Бибисары Бейшеналиевой. Она с нами провела 1, 2, 3 курс. Это 3 года интенсивной работы, когда она из нас сделала уже артисток балета. Она с нами столько много подготовила. Мы закончили в 1971 году. Это был последний выпуск Бибисары Бейшеналиевой. Я хотела сказать, конечно, Бибисара Бейшеналиевой, о ней как о педагоге классического танца. Она была очень требовательный педагог. Она с нами, когда учила движение, она до кончиков пальцев, до каждого кивка головы все показывала, все. И, наверное, знаете, вот это все отразилось на наших танцах. С нами она готовила очень хорошие классические партии, вариации. И вот 3 года Бибисара Бейшеналиева с нами трудилась очень сильно. Она никогда не пропускала классы. Единственное, когда она могла пропустить, когда у нее был съезд коммунистической партии. Она была депутатом Верховного Совета СССР, и только тогда она могла пропустить. И то оставляла нас на попечение другого педагога. А потом прям бежала, после съезда бежала к нам, чтобы снова заниматься. Она пригласила нас, по-моему, тогда. Премьера Чулпон был балет, по-моему, и она нас как раз танцевала партию Айдая. И после спектакля, через 2 дня, она нас спрашивала, что, как она танцевала, какие у нас детей впечатления. И первые наши гастроли были Оренбург, Бийск. Она танцевала там большой вальс, танцевала Айдай в Чулпоне, и мы тоже вместе с ней в большом вальсе и в Чулпоне танцевали. И вот, несмотря вот на такие большие нагрузки, она с нами еще
репетировала и приготовила с нами «Pas de Trois» из «Лебединого озера». И по приезду во Фрунзе мы станцевали на сцене нашего театра оперы и балета. Вот эти руки, ноги, вот все-все она же показывала на себе. И вот как педагог она требовательна, естественно, запомнилась нам от того, что она требовательна. Она требовала до конца все делать, до конца. Некоторые бросают, нет до конца, потому что она говорила, дальше вам это все в жизни пригодится. Но она действительно была строгая. Как строгая? Она преподавала вот уроки свои, очень требовательная была. Вот. Поправляла нас, иногда порой, знаете, как вот выворотно, если не делаешь, как-то он по спинку так, руками так полоскает, как сказать. И она довольно требовательная женщина была. Педагог тоже очень отличная была. И благодаря ей, мне кажется, сейчас вот самые такие сейчас балерины наши, вот, выдающиеся, стали выдающимися танцовщицами, танцорами. У нас была встреча в Университете культуры и искусства. Там были ее ученицы. Воспоминания такие были. Вот когда она там руки не так держит, позиция не та, поза не та, она шлепала. Так, даст. А потом ученицы хвастались. Вот она меня любит, она меня сегодня там 3 раза стукнула. А тебя не любит, на тебя внимания не обращает, тебя ни разу не стукнула. Ну а насчет меня, ну что, женщина и мальчишка, ну все на словах, не было никогда никаких физических воздействий. То есть я только говорила, вот так делать нельзя, вот это ты неправильно сделала. Вот так вот я болтусом и вырос. Благодаря ее школе, которую она нам дала, вот все, которые вариации есть классического репертуара, все станцевала. Мы танцевали и работали день и ночь. Мы не знали, что такое болеть. Для нас танец действительно это была вся наша жизнь. Мне кажется, основа – это значит фундамент, как дом, да? Вот, благодаря ей, вот, лично себе, это я думаю, что я тоже стал танцором, проработал 40 лет стаж. Я сейчас сама преподаю в хореографическом училище. И, конечно, вот то, что она мне преподавала, и сейчас я в своих детей вкладываю. Вот все время перед глазами она у меня, когда я им что-то показываю. Запомнила вот один момент, что мама один раз, приехав из Бишкека, сказала, что Бибисара Иджике сказала, чтобы я стала балериной, потому что ей надо воспитать вот, как бы своих последователей, так скажем, да, и она хотела дать мне все, то есть она уговорила мою маму, чтобы я поступила в хореографическое училище, да, там было главное требование, что я должна была сесть в 1 класс, возможно, если бы я тогда согласилась, может быть, я была как-то похожа на свою Таидже Бибисару Бишеналиевой. Вот все, что я помню о ней, и мама очень с такой большой теплотой рассказывала о ней, что они с ней почти что были, вот, ну, несколько лет только была разница, моя мама была младше на несколько лет, но это почти что как одногодки. И вот они все время очень хорошо общались. Чувство ответственности за судьбу развития национального балета заставляло балерин заниматься балетмейстерской деятельностью, сочинять сольные танцы и массовые хореографические композиции. Такие балетные миниатюры были своеобразными импровизациями, построенными на элементах кыргызского танца. И все-таки главным для нее был театр, сцена, спектакль, ежедневный урок в балетном классе, каждодневная репетиция. Это была ее главная цель жизни, ради которой она жила и творила. Народным артистам СССР за, ну, как скажем, неплановую работу, сверхурочную, ставка была 50 рублей.
4 спектакля она должна была вместе танцевать. Она танцевала и 6, и 8 спектаклей, концерты, а это все одинаково шло. И я у нее спрашивал: мама, а что ты деньги-то не берешь? Тебе же положено. Она говорит: что, с родного театра драть? Не, танцевала, так буду и буду танцевать. Почтением к ней всегда относилась. А очень мы сблизились на съемках балета вот «Чолпон» в Ленинграде. В гостинице в одной жили все время. Бибисара, конечно, просто как человек замечательная была. И дома хозяйка была. Однажды она мне говорит: пойдем ко мне на обед. Вот после репетиции мы шли, и спокойно совершенно завела меня домой, одела фартучек. А мне так интересно было, что Бибисара в домашних условиях, я ее практически не видела. И вот она, значит, ухаживала за мной. Говорю: Бибисара, давайте я вам помогу. Она: сиди, ты моя гостья. Налила мне суп. Вот. Потом, конечно, она мне рассказывала про своего сына. Вот. Она его очень любила, и она мне говорит: знаешь, кто меня просвещает? Мне же некогда читать газеты, там все. Меня, говорит, мой сын просвещает. Когда ее не стало, я очень долго удивлялся. Вот, как она умудрялась за такое короткое время вне работы содержать дом в таком порядке, в такой чистоте. Вот. Всегда был такой уют. Готовила она дежурное блюдо, значит, плов сделать, манты, гесме. У нас никогда дома не было муки высшего сорта. Вот. Она говорила, что от этого толку никакого нет, это только шлаки. Она говорила: былтыран гара гесметай. Не второй сорт, а мельничный. Вот любимое питание ее было. Это человек, который думает, что балерина не кушает, с 8 утра до 9 вечера физически поработал бы и при этом не кушал бы. Когда я начал служить в МВД, единственное, что получилось, у нас у обоих выходные были в понедельник. У нее, соответственно, в воскресенье спектакль, в понедельник выходной. Вот. Праздники, люди там на улице, когда я еще не служил, на улице демонстрация, музыка, а у нас генеральная уборка. Как раз в этот день у нас до обеда выходной. У нее родилась внучка в 6:20 утра. Так главврач роддома в 6:20 утра была там и лично позвонила маме и сказала: приезжай, у тебя в 6:20 3200 родилась внучка. Вот, выбирай ее. Мама приехала и сразу узнала. А потом ходила по городу и хвастала, что у ней родилась внучка 6200. Время и граммы перепутала. А однажды она позвонила 1 апреля женам высокопоставленных людей. И был вопрос: а ты «Чалкан» читала? Ты говорит: нет, а что? Да нет, ничего. В тот день ни одного «Чалкана» в киосках не осталось. Все думали, что, ну, наверное, про мужа что-то. Все скупили, ничего нет. А потом сказали: а что случилось? Да я просто так спросила. Юмор у нее очень хороший был. Один раз ее пригласили в Волжскую область, председатель колхоза, герой соцтруда, депутат. Ну, и они на сессии Верховного Совета встретились, он говорит: приезжай к нам в гости, мы тебе «Волгу» подарим. Он говорит: как «Волгу» подарить? Ну, правление колхоза примет решение, мы тебе купим «Волгу». Она на меня повторяет, говорит: знаешь, говорит, если бы ты пригласил в гости, а потом подарил, я бы к тебе приехала. А вот сказал, что «Волгу» подаришь, из-за Волги ехать, я к тебе не поеду. И не поехала. В ее жизни было все: и радость удач, и тяжесть невзгод. Несмотря на то, что брак Бибисары Бишналиевой и композитора Ахмат Аманбаева распался, дружеские отношения и уважение друг к другу они сохранили на всю жизнь. Не их желание, это были несколько родственников, которые повлияли на это дело. А так они до конца жизни между собой очень дружеские такие отношения были, прикольчики. В то время еще могли родственники повлиять. Ну вот родственники и повлияли. По словам современников, в жизни Бибисара Бишналиева оставалась чутким, мягким, скромным, простым, молчаливым человеком.
Она была символом чистоты и совершенства. Ее доброта и душевность, сердечность и отзывчивость, чувство интеллигентности проявлялись во всем. Именно поэтому и любили ее так искренне и так преданно все, кто с ней общался. Она и в жизни была интересная. Не было того, чтобы кто-то обижался на нее. Вообще она была чудесный человек, как в жизни, так и на сцене. Это было великолепно. Удивительная женщина, удивительная балерина. Творческие возможности Бибисары Бишеналиевой, выдающейся актрисы и танцовщицы, могли бы еще полнее раскрыться в последующих постановках кыргызского балета, если бы не тяжелая болезнь и преждевременная смерть. Она очень мужественный человек. Болезнь она узнала на гастролях. Вот, и прямо она дотанцевала, она не бросила. На гастроли все запланированные спектакли дотанцевала. И после этого дела уехала в Москву. Ну, с течением обстоятельств так получилось, что неправильно поставили диагноз. И вины врачей здесь нет, это просто обстоятельства. Вот, и сказали, осталось 3-4 месяца, а получилось несколько лет. Операции, сказали, уже поздно делать, а абакацию можно было делать. Просто другая болезнь подействовала на анализы. На фоне опухоли раковой появилась другая опухоль. Простыла, и другая опухоль появилась. Очевидно, прогрессирующая болезнь уже тогда забирала у актрисы физические и моральные силы, действовала угнетающе на состояние духа. Но Бибисара Бишеналиева всегда мужественно держалась и своим вдохновенным трудом была настоящим примером для всех. Когда она лежала в больнице, правительство выделило ей комнаты, выделили морфий, чтобы не мучилась. Так она сказала, говорит, когда я умру, меня выносить тихо. А то тут с плачем выносят, это очень действует на других больных, поэтому меня тихо носить. Ну, что и сделали. Она была идеальная. У нас сейчас мало таких. Вот уже более 30 лет прошло, как Бибисара Бишеналиева покинула этот мир. Мир, в котором она своим талантом и искусством прославила свой народ. Именно благодаря ее вдохновению балетмейстерами создавались прекрасные классические и народные танцы. До сих пор ее образ вдохновляет многих поэтов и скульпторов. Она стала кумиром для многих любителей балетного искусства, прекрасного и возвышенного. Ее образ всегда будет жить в наших сердцах. Такого балерины сейчас пока, по-моему, в Кыргызстане пока нету, мне кажется, именно. Ну, конечно, и Чукоева, Ирина Нурмамбетова, и Сулу Тукумбаева были, так сказать, но для нас воспоминания, как детей, да, вот осталось вот это наше вот перед глазами. Очень часто думаешь о ней, и перед глазами всегда стоит такая красивая женщина. Она была очень красивая, нежная. Несмотря на то, что она была требовательный педагог, она была очень нежная, очень добросердечная, легко ранимая. Просто бесподобная женщина. Для меня Бибисара Бишеналиева – это идеал женской красоты и женственности. Больше такой нету все равно. И не было. Самая большая роль, что она была первая балерина. Лучше ее не было. Для каждого времени есть свои герои. Вот для нашего времени, для того времени, конечно, была Бибисара. Конечно, пожелание, что мы не забывали таких великих наших корифеев, таких вот Мадамилова, вот Мадамилова, Бибисара, Айсулу, Чукоева и так далее, и так далее. И хотелось бы пожелание, чтобы наши дети, внуки вспоминали и помнили, что это великое искусство балет, это великое искусство хореография. Что если
их не было бы, значит, балет на Кыргызстане не было бы. Я могу вам сказать о том, что фонд оказывает очень большую поддержку всем начинаниям деятелей культуры, государственным органам. Мы стараемся оказывать всемирную поддержку государственным органам, которые работают над этой темой, над тем, чтобы показать вот в полную силу становление великой первой балерины нашей страны и вот какое она след оставила, какое она оставила наследство для потомков наших. Создав этот фонд, будем трудиться, вкладывать все свои усилия на то, чтобы никогда не померкло имя нашей великой балерины, нашей Эжике Бибисары Бишеналиевой. Имя Бибисары Бишеналиевой стало легендарным еще при жизни актрисы. Оно олицетворяло собой рождение и утверждение профессионального искусства хореографии Киргизии, становление балетного театра республики, первой балериной которого Бишеналиева была более 3 десятилетий. Ее имя золотыми буквами вписано в историю Кыргызстана и советского хореографического искусства. Образ Бибисары Бишеналиевой навсегда останется в сердцах благодарных зрителей и в памяти народной.